Безопасность на дорогах, самозахват земельных участков. Эти и другие вопросы обсуждали в Магасе. Там прошло заседание Координационного совета. Неизвестный заявитель к полпреду СКФО поступило письмо от жителей Икажева, но его автор по указанному адресу не был обнаружен. Осенняя пора, заседания и законопроекты. Депутаты провели первое после парламентских каникул заседание. Мы следим за тем, что происходит в Медине. Ингусские паломники отправляются в Мекку, где они посетят святые места. «4 года в эфире». Расскажем о наших коллегах из промо-отдела. На телеканале Ингушетия информационная программа «Новости 24». В студии Амирхан Зортов. Здравствуйте. Об обеспечении правопорядка в регионе говорилось на заседании Координационного совета. Встреча прошла под руководством главы республики и с участием представителей министерств и ведомств. В числе вопросов, затронутых на заседании, безопасность на дорогах и самозахват земельных участков. Материал нашего корреспондента. В начале встречи Юнусбек Евкурова напомнил всем, что на каждом координационном совещании необходимо подводить итоги предыдущего совета, проанализировать, как были исполнены те или иные поручения. Завтра к исходу дня мне представьте итоги предыдущего. Почему? Потому что если мы не будем обсуждать решения предыдущих пунктов вопросов, поднимать задачи, которые ставятся главам муниципальных образований, кто выполнил, кто не выполнил, кто лучше, кто хуже. Органы властями разбираться, мы постоянно будем на это наступать, грабли, на неисполнительность. Ну и плюс, если у нас первым вопросом стоит исполнение тех вопросов, которые на предыдущем совещании, и вы, как аппарат, и те исполнители будут лучше работать здесь. Понятно? Обратите на это внимание, и протокола касается, и вас тоже касается. Именно в план совещания занесите. Первый вопрос – это вот это. Далее руководитель региона подвел предварительные итоги спецоперации в сельском поселении Пседах, в ходе которой были уничтожены участники банд подполья, личности которых устанавливает следствие. Отдельно мы благодарность выразим тем сотрудникам, которые отработали успешно по этой информации. Если это именно та группа, которую мы подразумеваем, уничтожена, то уже можно сегодня сказать, что с организованным бандподпольем, с организованным, я подчеркиваю, с состоящими из определенных банд-групп, как мы раньше говорили, Назрановская, Малгобекская, то в республике покончено. Почему? Потому что это у нас была такая, хочется сказать, чтобы она и была последняя. Говорю, последняя банд-группа организованная в республике, это была Малгобекская. Поэтому это тоже хороший показатель, хороший результат. И долго к этому шли спецслужбы, особенно Федеральной службы безопасности. И всем за это спасибо. И тем жителям, которые дали информацию, в том числе не без этого прошло, и то понятно, что оперативная работа, она впереди всей истории была. Ну и тому мастерству, с которым сотрудники управления отработали уже непосредственно при реализации самой задачи. Опять же, бандитам было предложено сдаться, как это и бывает. Бандиты приняли свое решение, поэтому они были уничтожены на месте. По вопросам принимаемых в республике мер по противодействию рецидивной преступности, а также организации работы республиканских органов государственной власти и местного самоуправления по социальной реабилитации лиц, освобождающихся из мест лишения свободы, доложил ИО министра внутренних дел по республике Ингушетия Юрий Муравьев. Необходимо отметить, что около половины преступлений, совершенных указанной категории лиц, являются преступлениями небольшой тяжести, 57 преступлений, и каждое третье средней тяжести, 40 преступлений. Удельный вес преступлений, совершенных указанной категории лиц в общей структуре зарегистрированных преступлений, составляет 12%. Основная категория ранее судимых лиц, которые подразделениями полиции проводится индивидуальная профилактическая работа, являются лица, в отношении которых установлен административный надзор, а также осужденные к мерам наказания, не связанные с лишением свободы. Всего в МВД по республике Ингушетия под административным надзором состоит 110 лиц. Только в текущем году поставлено под админадзор 44 лица.
Глава региона подчеркнул, что большую помощь должны оказать местное самоуправление и общественность. Далее на совещании рассматривались вопросы совершенствования организации дорожного движения, улучшения качества дорожной сети. Согласно докладу начальника управления ГИБДД МВД по Республике Ингушетия Валерия Ладыгина, за 7 месяцев текущего года в регионе зарегистрировано 117 дорожно-транспортных происшествий, в ходе которых 40 человек погибло и 194 получило ранения. Хочу отметить, что дороги регионального значения в Республике Ингушетия за последние годы стали лучше, в особенности по состоянию покрытия и геометрическим параметрам на отдельных участках. После реконструкции в 2015 году автомобильной дороги М29 «Кавказ» на участке между километрами 589 и 602 количество ДТП значительно сократилось. Аналогичная динамика снижения количества ДТП происходит и на иных участках, где произведены работы по улучшению геометрических показателей. Вместе с тем, значительное количество дорог, это дороги и улицы в пределах населенных пунктов, находятся в неудовлетворительном состоянии, как по качеству, так и обустройству. В среднем в населенных пунктах происходит до 65% от всех ДТП. При этом выявляются недостатки, способствующие совершению этих ДТП в 48% случаев. На совещании также были затронуты вопросы, связанные с незаконным землеотводом в муниципальных образованиях. По мнению Юнусбека Евкурова, земельные участки в центре населенных пунктов заняты, а строительство школ и детских садов на окраинах сел создает большие неудобства для местных жителей. Но и в Назане, и в Карабулаке, везде мы должны по всем землям провести вот такие совещания. И дальше уже руководители на местах, в том числе особенно Андрей Владимирович, ваши подчиненные на местах должны, конечно, максимально там участие принять и все-таки завернуть назад в законную схему те аферы, которые там были проведены землями. У нас бывает так, что иногда в центре села свободные земли лежат, якобы кем-то заняты, а школу, садик там, или другой социальный объект предлагают вынести на окраину, на холмы куда-то там и совершенно людям до лампочки. Хотя закон позволяет в интересах там чего-то эти земли, даже если они законно выданы, изъять и людям там дать в других местах земли. Ну, пока что власть или власть имущие не пытаются этим пользоваться с учетом каких-то родственных там, или личных отношений. Наверное, скорее всего так. Глава Ингушетии указал сроки выполнения поручений, которые были озвучены в ходе заседания. Тамерлан Хамхоев, Хусян Гагиев, Рамзан Ахильгов, Рамзан Зурабов. Новости 24. Еще в конце июня на Икажево обрушилась стихия. Напомню, после сильного ливня там оказались подтоплены десятки частных домов. Основной удар пришелся на улицу Бекова. Всем пострадавшим были выделены компенсации. Сотрудники МЧС, работниками различных ведомств и местных жителей вычищали домовладения от грязи и мусора. Казалось бы, все завершилось благополучно, но спустя почти 2 месяца полномочному представителю президента России в СКФО Олегу Белавинцеву пришло письмо от некоего Амира Бекова, который пожаловался, что ему никаких средств после стихии не выплатили. Более того, мужчина был недоволен тем, что якобы никто не помог ему устранить последствия наводнения. Письмо полпред направило в региональное управление МЧС. Сотрудники ведомства отправили его в Следственный комитет для разбирательств. По указанному в письме адресу выехал вице-премьер Багаудин Аздоев. Человека с таким именем на месте не оказалось. Более того, люди, проживающие по этой улице, никакого Амира Бекова не знают. Заявитель оставил свой номер телефона, он недоступен. Местные жители недоумевают, кто мог написать такое письмо на имя полпреда. Такого человека с таким именем в этом дворе в данный момент вообще и в дальнейшем, и в прошлом вообще не проживал. Вообще не было. А вот мог ли кто-либо жаловаться? С этого двора и с нашего дома вообще тут никто не жаловался, потому что компенсацию в свое время не получили. Осенняя пора. Заседания и законопроекты. Депутаты провели первое после парламентских каникул заседание. Глава региона озвучила свои пожелания касательно работы народных избранников на эту сессию. Участники встречи обсудили некоторые вопросы. Сейчас депутаты приступили к рассмотрению законопроектов и инициатив из федерального центра и других регионов. Материал Индиры Манкиевой. Осенняя сессия объявляется открытой. Уже по традиции первое заседание Народного собрания начинается с гимна в России и Ингушетии. Юнусбек Евкуров поздравил парламентариев с началом сессии и отметил, что от них, как и прежде, требуется грамотно выстроенная работа, качественные законы, которые будут только упрощать жизнь населения. Глава республики также подчеркнул, что одна из основных задач законотворческого органа – непрерывный диалог с жителями. Перед нами стоят ряд важных задач.
в том числе и от обновления нашего законодательства действующего, осуществления постоянного мониторинга реализации ключевых законов, затрагивающих интересы жителей, ну и до создания новых стимулов экономического развития республики. Мы должны с вами, потому что ряд законов, принятых на федеральном уровне, просмотреть, и эти законы уже в совершенстве уже как бы реабилитировать, что ли, или там довести до населения республики и провести такую там с правовой инициативой работу с населением. Как эти законы нужно соблюдать, как по ним работать и где человек должен найти выгоду в этом законе именно. Почему? Потому что любой закон, он в своем большинстве издается для того, чтобы народу, населению было легче. Особое внимание Юнусбек Евкуров уделил законопроекту по принятию регионального бюджета на следующий год. Несмотря на то, что собственные доходы республики растут, вопрос дотационности все так же актуален. Поэтому на депутатов ложится задача разработать качественный документ с грамотно распределенными средствами. Над этим бюджетом надо будет работать, и просил бы парламент и профильный комитет заняться этим вопросом буквально там уже с завтрашнего дня. Не ждать там октября, декабря, ноября, декабря, а именно завтрашнего дня, чтобы мы уже к концу сентября увидели какой-то результат, проект, и уже могли бы в течение октября, уже дальше уже в Москве и в правительстве Российской Федерации, в Минфине России, и с участием и с помощью полпреда обосновывать, доказывать и показывать. Как отметил председатель профильного комитета парламента, в этом направлении работа уже начата. Практика публичных и парламентских слушаний по этому поводу будет продолжена. Это хорошая возможность практически всем регионам разрешить проблему. Глава республики озадачил Народное собрание в том, чтобы бюджет на 2018 или 2019-2020 годы был проработан полностью по всем социальным направлениям. В связи с этим, как профильный комитет, который занимается непосредственно формированием и рассмотрением бюджета, мы уже обговорили с Минфином Республики Ингушетия по созданию рабочей группы, по созданию взаимодействия для того, чтобы сформировать бюджет на 2018 год, чтобы туда отразить все наиболее значимые проблемы, вопросы, чтобы у нас минимизировать те замечания и предложения, которые были в этом году. Работать до упора, с этим девизом и продолжим работу, отметил председатель Народного собрания. Зелимхан Евлоев поделился, что во время каникул депутатам некогда было отдыхать. Многие выезжали на различные мероприятия республиканского масштаба и участвовали в решении некоторых социальных проблем. Уважаемые депутаты, уважаемый Юнусбек Баматкеевич, я знаю так же, как и вы, Юнусбек Баматкеевич, что эти парламентские каникулы немногим из нас удалось полноценно отдохнуть. В том числе из-за проверок готовности школ к новому учебному году, встреч с избирателями и приемов граждан по личным вопросам. При этом в нашем осеннем портфеле есть серьезные законодательные инициативы. На встрече также поднимают и актуальные вопросы, которые сегодня стоят перед республикой. Проблемы с водоснабжением во многих населенных пунктах и последствия недавней спецоперации, прошедшей в Псидахе. Вот они вчера были уничтожены, обосновались в одном из населенных пунктов в Псидахе. И здесь тоже вопрос к органам власти, поэтому я с депутатом переговорил, там, жителями села переговорил. АТК провели вчера города и района. Разбор там надо сделать. Почему и как? Почему эти люди находят поддержку у населения? На каком основании? И мы, конечно, сделаем все возможное сегодня с органами правопорядка, чтобы привлечь всех пособников к уголовной ответственности по воде. Вот депутатам Малгобекского района замечательно в этом плане, если можно выразиться. Мы попросили Роснефть, пошел нам навстречу Игорь Иванович Севчин, выделим 300 миллионов рублей на то, чтобы мы минимизировали угрозу с водой. И тогда я ставил задачу главам муниципальных образований, сельских поселений, подайте, потому что указывали там Клеево, сельское поселение. И все вот сказали, вот если это сделать, тогда будет все нормально. Оказалось, нет. Когда вот это уже сделали, получилось, что в Клеево неправильно сделали. И здесь отсутствие полностью депутатского контроля. А далее депутаты приступили к рассмотрению законопроектов и инициатив из Федерального центра и других регионов. Индира Манкиева, Майрбек Миржоев, Новости 24.
Паломники из Ингушетии сейчас находятся в Медине. Уже завтра они отправятся в Мекку. Наших земляков сопровождает съемочная группа национального телеканала. За 3 дня пребывания в Медине верующие посетили святые места в городе. Первым делом паломники совершили зиярт у горы Ухуд, где состоялось сражение мусульман с язычниками. Затем посетили могилу пророка, да благословит его Всевышний, и приветствуют и 2 мечети, построенные им же, Куба и мечеть 2 Кибл. Показали верующим и финиковый сад, плоды деревьев которого известны во всем мире своими лечебными свойствами. مسجد القبلة تاني وال شنقل بالمجد ده يلشنو عليه الصلاة والسلام وقتش يلا مزا شركة حج بيت المقدسات ويرزا شركة مكتب ويرزا ده صندوقش تياقنا شنقل بنا المجد كان در استوري شو دز مجد ده يلشنو عليه الصلاة والسلام يلخيت بيت المقدسات ويرزا لامز ده متك وزوار يلش لا تمتك سوق شي حج انتويرزور دок диаха сатиса мяждик. Завершение хаджа мусульмане отметят праздником Гурба. В этом году он выпадает на 1 сентября. О его значимости для верующих расскажет Тамерлан Хамхоев. В Коране сказано: много веков назад к пророку Ибрагиму, мир ему, во сне явился ангел Джабраил и передал повеление Всевышнего Аллаха принести в жертву своего сына. Ибрагим вместе с сыном Исмаилом отправился в долину Мина. Когда после всех приготовлений нож уже был занесен, Аллах поведал пророку, что он прошел испытание стойкости его духа и смиренности. Для жертвоприношения было ниспослано животное, и этим положено начало праздника Гурб. أنا أقول مسنخ تركل بتوه تعيدنه مسنخ تركل بجده وين مسنين خوج مدي إبراهيم في مرو جاو يا تخان دن زاني حاجات ترجع جاو ده جوخو جاو ده نزبل جو سجوا دم تعني ده شيء صار ديزل شتير دوالج ده دلي سو ملوال سو والج ده عيد آخر هنسون تركم وقت بيجي عيد آخر شريعته تصدوا هماج دا قولجدو هماجه تو عيد دولش خانه دقنا حيلجده مثلا قاستات عيد آخر праздник آخر ناخا صغير دمنته شريعته يوخنا حيلجده. Гурб в этом году выпадает на 1 сентября и продлится 3 дня. В это время мусульмане всего мира будут совершать обряды жертвоприношения. О значимости этого времени говорит также и то, что в празднике нужно совершать как можно больше богоугодных дел и прощать личные обиды. Пеймерс ял рос хандина шисеск айшатик я айшат згурб дешхана хайгурб малхуж خلاان انا اتش زغرب نحور اجل ابوز بوج ادم ثاني حقينوش جيش تجدو زغرب يال روخ بيمر شيسك ايشاتك اشتمال بوج زغرب غرب سنه مؤكده ده شوغد سنه دس اق شوغد سنه فيار دي انشوت ها غرب دي نسقواش والسجو صديق خرسدوالش نسقواش والسجو حديد غرب اشتمال بوج. За несколько дней до начала праздника в городах и селах республики открываются ярмарки, на которых барашек можно купить по выгодной цене. Чем раньше решить вопрос с выбором животного, тем лучше. Во время Гурба уже будет не до поисков подходящих животных, поэтому об этом нужно позаботиться заранее. Праздник направлен на укрепление дружеских связей с родными, близкими и соседями. صندي هنا بركة دي هنا تركل دي از غرب عيد وي مارخ داسر عيد يترجع عاد يصدق ويبصمنا وي غلغاج إيمن قسته قشة حداها وغش قش دي هنا ريسبوبليك از غرب دي هنا يترجع دي هنا دزدش اشتبوه لي البقى لغاس از مارخ داسر سنة دي هنا وي دي هنا عيد از وي برازنيك دز دي غرب أرس حقر غرب عيد دال شيء دي هن سن بركة قواش دول بيك دي هن استركل دي از موتجي از بوصلني عيد دي هن از دز دي. Первый день праздника Гурб ознаменуется и тем, что паломники, совершающие хадж, будут проходить стояние на горе Арафат. Проявлять любовь к Всевышнему не только на словах, а в поступках и даже мыслях – вот к чему должны стремиться верующие. И это не только по праздникам. Тамерлан Хамхоев, Рамзан Мержоев, Новости 24. В Назране в рамках закрытия августовской педагогической конференции состоялось пленарное заседание. Там присутствовали глава республики, член Совета Федерации Мухарбек Дидига, в руководство Минобра, а также работники школ. Говорилось о повышении качества системы образования в регионе. Кроме того, были подведены итоги работы ведомства за прошедший год. Подробности у Заремы Евлоевой.
Педагоги и представители Минобра 2 дня работали по секционным площадкам. А сегодня заключительный этап конференции – пленарное заседание, которое открывает министр образования и науки региона. Юсуп Костоев в своем докладе затронул такие важные темы, как заработная плата учителей, итоги ЕГЭ, создание условий для детей с ограниченными возможностями и очереди в детские сады. Очередность детей по устройству дошкольного образовательного учреждения продолжает снижаться. В настоящее время актуальный спрос в дошкольное образовательное учреждение составляет 7573 детей. Однако на начало текущего года такой спрос составлял 10 804 ребенка. В зале заслуженные работники образования, учителя, которые посвятили своему делу не 1 десяток лет, и те, кто курирует весь образовательный процесс в регионе. Глава республики Юнусбек Евкуров поздравил их с началом учебного года и отметил лучших в своем деле. В их числе и Мадина Цычоева, директор школы Нового Реданта. Директор школы Нового Реданта добросовестно трудится на благо родной республики более 30 лет. Работу очень люблю, детей очень люблю, поэтому, наверное, так долго и работаю. Ничего другого делать не умею. Наш скромный труд, когда так высоко оценивают, это очень приятно. Это нас еще больше заставляет работать, еще лучше, больше. Говорили сегодня и о наболевшем. Юнусбек Евкуров отметил, что у Ингушетии, конечно, есть успехи в сфере образования, но нужно говорить и о проблемах. Глава региона сделал акцент на низких показателях ЕГЭ и отметил, что в этом направлении необходимо работать усерднее. Кто из вас отвечает за отсутствие 100-бальников? И когда мне пытаются сказать, что от того, что мы слишком жестко, нет. Мы слишком жестко сделали для того, чтобы те, кто не заслуживает, не получили 100 баллов. Чтобы каждый получил свою оценку. Вот здесь надо поработать. Также, по мнению главы региона, участились случаи, когда учителя ведут себя совсем не педагогично по отношению к детям. Чрезмерная эмоциональность преподавателей не только делает их героями скандальных роликов, но и сказывается на психике детей. Педагог – это призвание. У нас в системе здравоохранения такая тема есть, когда больные раздражают. Больной, на то больной, чтобы раздражать. Конечно, раздражает. Врач же должен делать все, чтобы излечить боль. Так и вы. С детьми надо общаться, разговаривать. С родителями надо общаться, разговаривать. Да, тяжело. А как вы думали? Участие в работе конференции принял и член Совета Федерации Мухарбек Дидигов. Он отметил, что работа учителя – это тяжелый и ответственный труд. Именно он наравне с родителями закладывает в ребенке фундамент. Своих учителей Мухарбек Дидигов до сих пор помнит каждого поименно. Они всегда вас будут помнить. И всегда будут вспоминать по-доброму. Но вы им должны дать вот тот инструмент, по которому и все то, что им должно помочь в этой жизни, в становлении и в дальнейшей их судьбе. До конца года в Ингушетии будут сданы 8 школ и 5 детских садов. Объекты строятся с учетом всех необходимых условий. Просторные классы, спортивные и актовые залы и даже бассейны. Также в этом году впервые в свет вышли учебники по истории Ингушетии. Обновлен также книжный фонд по родному языку и литературе. Но, как отметил глава региона, нет никакого смысла в создании всех этих условий, если не будет квалифицированных специалистов, которые знают и любят свою работу. Зарема Ивлоева, Рамазан Миржоев, Новости 24. Власти Малгобека подвели итоги работы за первое полугодие. О результатах деятельности они рассказали местным жителям. Горожане, присутствовавшие на сходе граждан, смогли озвучить вопросы в адрес руководства Малгобека. Говорилось в том числе о выделении земельных участков, криминогенной ситуации в городе. Репортаж Залины Магушковой. Первым делом на сходе подводят итоги проделанной местными властями работы за первое полугодие и предстоящих планах до конца 2017 года. В частности, мэр города в своем докладе затронул вопрос о местном бюджете, инвестиционной деятельности, налоговой и ценовой политике. Изменения коснулись дорожной инфраструктуры и благоустройства города. Общая протяженность дорог у нас составляет это 311 километров, в том числе с твердым покрытием это 172 километра, из них асфальтировано 100 километров. В первом квартале произведена отсыпка песчано-гравийной смесью, это 8 улиц. Проведено устройство дороги по улице Восточная, улица Промышленная, асфальто-бетонной смесью протяженностью 800 метров.
Горданово-Базоркино-Албогачиево протяженность 2550 метров. Вопросы от жителей города звучат разного характера. Муса Фаргиев работает в водоканале, жалуется, что уже несколько месяцев не может получить заработную плату. Скоро отправлять детей в школу, а в карманах пусто. Муса требует лишь то, что заработал своим трудом. Ответ прозвучал от администрации водоканала и взят на контроль мэром города. С апреля месяца я не получаю зарплату. Не знаю я как. Вот в школу надо идти, дети, я один работаю в семье. Доход никакой нету. А вчера мне директор говорит, если не резу давали, ой, я что-то прошу свою зарплату, вот и все. Вот вчера по банку я проверял, частично поступили ему деньги, там деньги поступают по мере поступления с организации, 1000 рублей, 2000 рублей, 5000 рублей до полного исполнения судебного приказа. Пожалуй, самый актуальный вопрос во все времена – выделение земельных участков. В Малгобекской администрации в очереди на получение земли зарегистрировано более 3000 человек. Местными властями заявлена необходимая площадь для этих нужд в размере 148 гектаров. Однако распределение участков пока не предвидится, отвечает мэр города. Мадина Арчакова озвучила две наболевшие проблемы на улице, где она проживает. Мы живем у канала, в конце. И у нас нету сделанных дорог, и по поводу электролинии мы обращаемся. Мы питаемся от улицы Братская, и через огороды тянутся линии, старые линии. И по нашей улице нету линии электропередач. И мы по этому поводу писали вот заявление, вот копия этого заявления, и ничего не сделано, и никто не обращался по этому поводу и не звонил нам. На этой улице проходит линия 6000 вольт. Под напряжением, где по крыше дома проходит, это нельзя этого делать. Вы не смогли собраться, заставить этого человека переделать крышу. Вы не смогли этого человека заставить. Я вам сказал, если вы его заставите убрать эту крышу, мы здесь проложим отдельную линию на этих столбах. Но сегодня ее проложить там не предоставляется такой возможности. О криминогенной ситуации за последнее полугодие рассказал представитель правоохранительных органов. Докладчик также сообщил о подробностях контртеррористической операции, проведенной накануне в Малгобекском районе. В свою очередь мэр города призвал жителей быть бдительнее при сдаче в аренду и продаже своих домовладений. Прежде чем продать дом кому-то, прежде чем кого-то запустить себе в дом, жил участковый хабиб. Балбек ваш, что больше единственный балбек ваш. Молодцы божбасы, сексуал товар, молодки фуди уахад езвы, молодки рван сексуал товар фуди будет хадиждой. Тагна молодцы божбасы хачута. Да, мы да хатсак бал, шигда тенож да важбасы бу хачбута нахат цархаба тишаков. Встреча с жителями растянулась на несколько часов, однако обсудить удалось не все вопросы. Для тех, кто не успел поднять волнующую его проблему, есть возможность изложить ее в письменном виде. Залина Могушкова, Рахман Цуров, Новости 24. Луцкий автомобильный завод и Ингушетия налаживают сотрудничество. В Комитете промышленности региона изучают предложения предприятия по доставке в республику современных автобусов. Презентации транспортных средств проходят не только в нашей республике, но и в разных субъектах страны, где планируется обновление автобусного парка. Репортаж Саида Куштова. Техобслуживание транспорта, гарантия эксплуатации и будут ли машины после масштабного производства выпускаться на дизельном моторе. Сотрудников регионального комитета промышленности интересует все. Их вниманию предоставлен автобус нового поколения Луцкого завода «Богдан». На все интересующие вопросы отвечает специалист дилерской компании. Спрашивали по поводу автоматической трансмиссии на этот автобус. В принципе, для городского варианта нормально. И это все будет. Завод-производитель гарантирует. Это уже все есть, готовится все к производству. На презентацию транспортных средств пригласили также представителей Ингуш-Автотранса и самих перевозчиков, которые не прочь оценить новые автобусы отечественного производства. Автобусный парк Ингуш-Автотранса практически полностью уже обновлялся в 2013 году за счет реализации различных федеральных программ. Вполне возможно, что и новые обновления не за горами. Сегодня мы опять вышли с инициативой на федеральный уровень, чтобы еще раз принять участие в федеральных программах. Это софинансирование с федерального бюджета в размере до 95% и не менее 5% с республиканского бюджета.
Так мы хотели бы обновить данный парк предприятий хотя бы на 50 единиц новой техники. Ибрагим Цичоев водителем автобуса работает уже больше 17 лет. За это время он научился не только отлично водить, но и хорошо разбираться в каждой детали машины. Сев за руль Богдана, Ибрагим тут же делится впечатлениями. Главное цепление, особенное цепление, что он слоняли пазжи, сын бобяш один раз бобяш сахалца надели уже. Я что удобнее, как будто салаж ваш не. Боб интересу герон сания, нахачу аппарату ярер. Автотранспорт нового поколения вместимостью до 53 пассажиров с повышенным техническим и потребительским характеристиками, пониженным уровнем шума в салоне и климатическим комфортом. Пожалуй, лучше всех оценить такие условия могут только пассажиры. Было бы желательно обновить весь этот автопарк автобусов на комфортабельные автобусы с кондиционерами, которые есть в городских чертах многих регионов. Передвигаешься на них, чувствуешь себя отдохнувшим. Хотелось бы, чтобы наряду с нашими обновлениями, которые происходят в республике, у нас появились такие автобусы. Масштабное производство комфортабельных автобусов Богдан запустит в 2018 году. Вместе с тем планируется обновить автобусные парки в каждом регионе. Саид Куштов, Хаваш Гойгов, Новости 24. Представители общественной приемной главы и сотрудники Минтруда побывали у Хусейна Аушева. Это 6-летний мальчик с диагнозом врожденное ДЦП. Хусейн несколько недель назад обратился к главе с просьбой купить ему велосипед, предназначенный для детей с нарушением опорно-двигательной системы. По словам отца мальчика, им посоветовали врачи реабилитационного центра. Средств на покупку велосипеда у родителей не было, за них это сделал глава региона. Из возможности магазин в реабилитационном центре тигичи яндер приобрести я там сложишь посоветоваться да что шанс есть что да хажич дорогой респектерс что почай письмо есть да Юнсбек сингола обращение. Буквально за 20 дней это все организовали, привезли, заказали. И сегодня уже мальчик может наслаждаться тем, что он может кататься на нем. Педагоги образовательных учреждений республики проходят интенсивный курс повышения квалификации. В этом им помогают коллеги из Воронежа. Лекции продлятся до 30 августа. За это время повысить свою квалификацию смогут более 1000 учителей различного профиля. Курс лекций, с которым приехали специалисты из Воронежа, в основном затрагивает различные методики преподавания в школе. Для Лейлы Евлоевой, учителя начальных классов из Малгобека, это ценный опыт, ведь она впервые на таком семинаре. Лейлу больше всего интересует методика инклюзивного преподавания. Она уже несколько лет работает с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Лектора очень компетентны в своей области. У слушателей возник живой интерес, потому что на сегодняшний день в связи с введением 1 сентября 2016 года ФГОС с обучающимся ОВЗ, это очень кстати. Я для себя узнала очень много интересного и очень много важного. Микон большой набор, который приспособлен именно для детей с РАС, но его можно применять и с другими детьми. 4 часа, в течение которых 90 учителей будут слушать курс лекций по работе с детьми. Для большего удобства лекторы, а их 4, разбили участников на 2 группы. В одной показывают презентационные ролики, в другой знакомят с нормативно-правовой базой новых образовательных стандартов. Каждому ребенку нужен особый подход. Главная мысль, которую пытаются донести педагоги до ингушских коллег. Если говорить об учителях начальных классов Республики Ингушетии, они задают нам очень много интересных вопросов. Они даже с нами общались по электронной почте, звонили, спрашивали те материалы, которые их интересуют. И даже давали задания на будущее, о чем бы они еще хотели узнать. Это уже
уже второй курс подготовительных семинаров для ингушских педагогов, который проводят специалисты из Воронежской области. И результат, по словам гостей, впечатляет. Впрочем, такой интерес учителей к лекциям объяснить нетрудно. Между нашими двумя регионами уже складывается тесная связь, именно которая касается улучшения содержания образования, качества образования. И очень сложился дружественный, качественный формат работы, когда ваш институт, наши коллеги на основе затруднений, которые испытывают педагоги в вашей республике, в нашей области, составляют очень качественные программы повышения квалификации, мы вместе их реализуем. Душа Альбиева трудится в сфере образования не первый год и знает не понаслышке, как иногда трудно приходится с детьми. Поэтому умение найти с ними общий язык – главная цель для любого учителя. تخيل دوز موضوع آخر خوي وعشق قيتهن دوك هم تخيل دايو خدك دوالش جاه дега лоом болышхан тотахан. Курс повышения квалификации для ингушских педагогов продлится до 30 августа. Перед началом учебного года повысить свою квалификацию смогут порядка 1400 учителей различного профиля и направления. Хади Добриева, Хава Илоева, Адам Далаков, Новости 24. В Назрани завершается реконструкция дороги на улице Центральная. Прокладка дорожного полотна протяженностью 1400 метров близится к завершению. Качество проводимых работ проверил мэр города. Алихан Тумгоев отметил, что в ближайшее время для жителей района откроют свои двери новая школа и детский сад. Благоустройство улиц планируется и в других районах Назрани. В текущем 2017 году по городу Назрань были благоустроены множество улиц. Это на Сухорском административном округе, Центральном округе. Это улица Грейдерная, улица Халмурзиева, улица Бузуртанова, улица Западная. Ну, ряд улиц были благоустроены. И мы по последующему еще, я думаю, что до зимы благоустроить еще ряд улиц. Это мы так называем 105-м массиве и центр Кабази, если можно так выразиться. Все дороги, которые у нас были разбиты в ходе прокладки канализационного коллектора, все эти улицы будут восстановлены до конца текущего года. Ингушские бойцы готовятся к битве в Назрани. Напомним, 27 августа состоится турнир М1, который соберет во Дворце спорта порядка 2000 болельщиков и десятки спортсменов. Сейчас участники соревнований проходят последние тренировки. Для молодых бойцов этот турнир – хороший шанс попасть в мир большого спорта. Слово Юсупу Гелисханову. Зураб Тичоев пришел в ММА из вольной борьбы. Начинающий файтер не раз успешно выступал на различных соревнованиях и одерживал яркие победы. На последнем турнире «Дорога в М1. Битва в Назрани» Зураб показал очень зрелищный и интересный поединок. Благодаря блестящим борцовским навыкам сумел уверенно победить своего визави. К очередному для себя турниру по смешанным единоборствам Зураб подходит ответственно, стараясь выкладываться на каждой тренировке. Сегодня боец улучшает ударную технику. Соперник Нахчиус Беркут Клубер. Полностью видишь, амаш изучать вас, хижаужался, без быстрого kohta, борешь ханитха, борешь до конца выложить адрес. Последние тренировки всегда насыщенные и сложные, тем более если приходится параллельно сгонять вес. Своих соперников ребята знают достаточно хорошо, потому тренировки индивидуальные, учитывая способности каждого оппонента. Подготовка проходит под зорким взглядом главного тренера бойцовского клуба РД Идриса Ахильгова. Турнир «Дорога в М1. Битва в Назрани» – это шанс для начинающих файтеров не только показать себя, но и начать строить профессиональную карьеру в смешанных единоборствах. В предстоящем турнире примут участие сразу 17 ингушских бойцов, а зрителей ждет немало поединков с участием дебютантов. Тренер нормально, завершаясь стадии, весогонг, лапуш на скорость нагрузки. Чтобы максимально реально воссоздать картину боя в рейдже во время турнира, в клубе даже установили бойцовскую клетку. Здесь в спаррингах спортсмены оттачивают навыки и подтягивают ударную технику. Тренировки проходят интенсивно, но, разумеется, с оглядкой на осторожность. Перед самым турниром выбыть из-за травмы никому не хочется. Мой соперник дагестанец. У меня подготовка 2 месяца уже идет.
По воле Аллаха, иншаллах, нормально все будет. Подготовка к турниру началась загодя. Еще пару месяцев назад ребята с головой ушли в тренировки в горной части региона. На сборах бойцы провели общефизическую подготовку, оттачивая все нужные аспекты, чтобы в рейдже чувствовать себя уверенно. Участники турнира даже на последних тренировках не сбавляют темпа. Они себя чувствуют уверенно, они делали хорошие сборы, они готовились к этому турниру, они отбирались на этот турнир. Ребята хотят биться в плане организации, в плане бойцов, в плане всего. Я думаю, все идет на высшем уровне, и я думаю, состоится грандиозный турнир. Тренировки плечом к плечу с топовыми бойцами придают новичкам еще большую уверенность и мотивацию. Именно поэтому участники турнира из разных клубов республики собрались в одном зале. Еще одна важная составляющая для каждого бойца – это поддержка не только родных и друзей, но и коллег по цеху. Для них это ответственный бой, самый первый бой. Так как мы знаем, я вспомню свой бой, когда я волновался, когда у меня был дебют Роуто М1. И мы с ребятами делимся опытом, то, что мы знаем. Нам когда-то тоже помогали те, кто уже проводили 2-3 боя и в челлендже, и Роуто М1, битва Анзрани. Поэтому то, что знаем, показываем. Арби Аздоев, Илез Мальсагов, Ахмед Талдиев, Адам Барзиев и многие другие. Буквально через несколько дней этим парням предстоит выйти в рейдж против сильных соперников. Задача, которую ставит перед собой каждый из ребят, одна – победа. Трехраундовые поединки выявят сильнейших в своих весовых категориях, а мощная поддержка болельщиков будет мотивировать спортсменов на досрочное завершение поединка. Итак, 27 августа в 16:00 желающие уже могут приобрести билеты в кассах Дворца спорта. Исуп Гелисханов, Исмаил Гатагажев, Хаваш Гойгов, Новости 24. Мы продолжаем рассказывать о наших коллегах. Напомню, что телерадиокомпания «Ингушетия» в это воскресенье празднует свое 4-летие. На этот раз корреспондент новостей побывал в гостях у промо-отдела. Репортаж Залима Калуева. Путешествие по телерадиокомпании «Ингушетия» продолжается. Мы уже познакомились с новостным отделом, а сейчас на очереди у нас самые креативные ребята НТРК «Ингушетия» – отдел дизайна. Этот отдел занимается графическим оформлением эфира, будь то плашки, перебивки, анонсированием передач и многое другое. А давайте посмотрим, как на самом деле это выглядит. Эти ребята могут переместить меня в любую виртуальную реальность, будь то Франция, Китай и даже космос. Я могу кидать молниями, управлять огнем и даже погодой. Это не все, что умеют эти ребята. Вот такие промо-чудеса творят в этом маленьком, но уютном кабинете. Ни одна программа в национальной телерадиокомпании не выходит без участия работников этого отдела. Булат Нальгиев работает здесь только первый год, но в своей профессии может дать фору любому специалисту. Компьютерной графикой он начал увлекаться еще со школьной скамьи. Любая программа нуждается в каком-то графическом оформлении, будь то титры, будь то шапка, будь то какая-то дополнительная графика. Если, например, в республике где-то какое-то дорожно-транспортное происшествие или перекрыта дорога, это в любом случае обозначаем, показываем на экране, мы оформляем фон новостей тоже. То есть любая работа, которая производится на национальной телерадиокомпании, проходит через нас. А Адам Аушев уже успел попробовать свои способности в 3D-графике, затем монтажером и, наконец, режиссером компьютерной графики. Сейчас он работает над выпуском промо-роликов и анонсов. Промо-ролики сложнее делать даже, чем монтаж, потому что тебе самому приходится реализовывать идею, придумывать идею и подбирать кадры. Очень редко приходится снимать, но это тоже вносит свой колорит, свою улучшает идею самого ролика. Ну а руководит всем процессом Изабелла Евлоева. В настоящий момент все заняты подготовкой к 4-летию родной телерадиокомпании и к предстоящему диалогу с народом. Свободной минуткой у творческого коллектива практически нет. Рустам, например, делает грамоты. Билан делает шапки, и у него новый проект, новая идея, там, когда корреспонденты рассказывают о себе, и как-то он все очень красиво делает, вы потом все увидите сами в эфире. Булат тоже занимается шапками, перебивками.
тоже к 4-летию на данный момент. Но Адам у нас больше занимается анонсами. Временных рамок для работников отдела, как, впрочем, и всех телевизионщиков, не существует. Несмотря на то, что рабочий график до 6, очень часто приходится задерживаться допоздна. Бывает очень много и позитивных, положительных моментов, потому что каждый день для нас это какое-то новое знакомство, потому что люди уходят, приходят, и нам приходится знакомиться с людьми. Естественно, у каждого человека бывает свое видение, и ты растешь даже не больше в плане профессиональном, а больше в личностном, так скажем, плане, потому что новые знакомства — это всегда хорошо. Работа тут каждый день буквально кипит. Но несмотря на это, ребята умудряются даже свои домашние хлопоты решить через очередную творческую задумку. Все время что-то экспериментирует с техникой. Вот последнее его, не ноу-хау, изобретение, или не знаю, как его назвать, он купил часы GPS, прикрепил их на шею коровы и может отслеживать, сидя здесь на работе, где находится в данный момент его корова. Адам, где находится твоя корова сейчас? На птицефабрике? Внутри птицефабрики. В Карабулаке. Впрочем, такими интересными задумками промо-отдел удивляет каждый день, а рабочий процесс проходит всегда на позитивной ноте. Зелимхан Калоев, Магомед Урусханов, Новости 24. У меня на этом все. Всего доброго.